студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Прямо сейчас на каналах НВК «Саха» и «Якутия-24» глава Республики Саха-Якутия Эсен Сергеевич Николаев подведет итоги работы в октябре. Эсен Сергеевич, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. В Якутии завершились основные мероприятия по частичной мобилизации. Как республика справилась с этой задачей? Частичная мобилизация, те планы, которые поставлены были перед нами Министерством обороны Российской Федерации, они на самом деле выполнены. Сейчас идет уже точечная работа. В первую очередь это уже возврат наших военнослужащих из воинских частей, там, где были допущены определенные ошибки при мобилизации, и уже работа по точному набору тех или иных военнослужащих, в первую очередь офицерского состава. Но это уже, еще раз говорю, это уже не массовая работа, это точечная работа военкоматов на территории республики. В целом, конечно же, частичная мобилизация показала ряд серьезных проблем, которые накопились в системе военкоматов за многие десятилетия, и с точки зрения материально-технического оснащения, с точки зрения цифровизации, конечно же, требует на самом деле и другого подхода, отношения граждан к постановке на воинский учет, так и во многие проблемы, да, наверное, и подавляющее большинство проблем, они именно исходят из того, что люди не считают нужным проинформировать военкомата об изменении своего семейного статуса, об изменении места работы, места жительства. И вот в результате этого, конечно, достаточно такая, непростая работа была проведена. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто в ней активно участвовал, и федеральные органы власти, республиканские, муниципалитеты. Хотел бы также поблагодарить и население нашей республики, которое, конечно же, несмотря на тревожность, несмотря на то, что это мероприятие у нас в стране проводилось впервые за многие десятилетия, с пониманием в целом отнеслось к этому вопросу. Ну и, конечно, хотел бы поблагодарить именно тех, кто сегодня был призван и по частичной мобилизации сегодня уже находится в воинских частях, защищает нашу Родину. Не так давно вы посетили военные части в Приморском крае, где якутяне проходят боевое слаживание. Что вам рассказали военнослужащие? Хорошее ли у них обмундирование и каковы условия их размещения? Конечно же, вот в ходе посещения мною воинских частей, где служат в большом, скажем так, количестве наши земляки, было много встреч, было много вопросов. У ребят в целом хочу сказать, что очень правильное понимание ситуации. Они мужчины, они настоящие герои, понимают, что идут защищать не только граждан вот тех областей, где сегодня идут военные действия. В первую очередь они понимают, что они защищают всю нашу большую страну, защищают нашу Якутию. И, конечно, с этой точки зрения у них и подходы такие глобальные. Вот. Конечно, были вопросы по выплатам материальной помощи семьям, по вопросам кредитов, по тем вопросам, которые касаются снабжения уже даже не обмундированием, а снабжения специальными средствами наподобие квадрокоптеров, тепловизоров. Подробно мы с ребятами поговорили. Конечно же, они были очень рады, что республика их не забывает. Были переданы достаточно значительное количество, в том числе вот как раз и специального снаряжения. Что касается обмундирования и вооружения, то оно на хорошем уровне. Там никаких ржавых автоматов или там старой одежды нету, все у них новое, хорошее. Конечно же, мы понимаем, что надо будет в дальнейшем воинские части, где вот большое количество наших земляков есть, поддерживать их, устанавливать с ними шефские отношения. Ну и вообще каждый военнослужащий из республики должен чувствовать на себе заботу Якутии. И, конечно же, самое главное, и об этом тоже ребята просили, чтобы каждая семья нашего военнослужащего была окружена персональным вниманием и заботой. Я это требую и сейчас и у правительства республики, у органов местного самоуправления, у крупных компаний, предприятий, именно то, чтобы каждая семья у нас была, скажем так, персонально учтена, и весь комплекс мер поддержки, который у нас есть в стране и в республике, был обеспечен каждой семье отдельно. Эсен Сергеевич, вы не раз говорили, что приоритетной задачей для правительства республики является поддержка семей, добровольцев и военнослужащих. Какая работа делается в этом направлении? Конечно же, главная задача, которую правительство должно сделать буквально вот в эти дни, в эти недели, это доведение материальной помощи 200 тысяч рублей семьям военнослужащих.
Здесь были вопросы, связанные с тем, что у нас, в отличие от других субъектов Дальнего Востока, в том числе воинских частей на территории нет, и наши вот призванные по частичной мобилизации сегодня вылетели в несколько субъектов. Это и Хабаровский край, это и Приморье, Амурская область, Еврейка, Забайкалье, Бурятия. И, конечно же, вот так как много воинских частей, то и ответы от воинских частей о зачислении того или иного военнослужащего на военную службу приходят крайне медленно. Мы это почувствовали в первые дни, вот буквально после подписания моего указа, когда письменные запросы зачастую оставались без ответа, и мною было принято решение, чтобы наши специализированные службы, в первую очередь Министерство труда, социального развития республики, командировало своих ответственных сотрудников именно в эти воинские части для того, чтобы на месте провести сверку. Я обратился к командующему Восточным военным округом, он нас поддержал, было дано указание соответствующее по всем воинским частям, и сейчас можно сказать, что эта работа по сверке списков, она уже практически завершается. Ну и сейчас, конечно, главное уже на основании этих списков максимально быстро перечислить средства. Сегодня средства получили свыше 600 семей военнослужащих. Но я считаю, что этого мало. Мы должны еще наращивать темпы для того, чтобы в ближайшее время вся эта работа была полностью завершена. При этом, конечно же, есть очень много вопросов, связанных с порядком начисления, связанных с оказанием, кроме материальной помощи, у нас же еще целый комплекс мер, начиная от бесплатных детских садов, бесплатного горячего питания, заканчивая последними моими решениями, в частности, о том, что семьи военнослужащих, вне зависимости от дохода, могут претендовать на получение 150 тысяч рублей по программе социальной дегазификации. Также мною, например, сейчас дано поручение, и правительство уже вносит в Государственное собрание Елтуман проект закона республики об освобождении от транспортного налога, опять же, всех наших военнослужащих на 2022 год. И это будет проактивно, то есть люди уже без обращения даже по спискам, они уже будут получать это освобождение. Поэтому вопросов много, свыше 17 тысяч вопросов на линию 122 поступило. С начала, скажем так, частичной мобилизации. Сегодня уже, если на первом этапе, в первую очередь, были вопросы, связанные с неправильным призывом тех или иных наших граждан, с просьбой разобраться, то сегодня уже постепенно, но верно, вопросы по материальной помощи, вопросы предоставления социальных льгот, как федеральных, так и республиканских, они уже постепенно уже выходят на передовые позиции. И здесь, конечно, правительству тоже надо будет убыстряться. К сожалению, здесь ряд министерств у нас пока достаточно формально работали. Ряд замечаний уже, в том числе и письменных предостережений от меня уже они получили, ряд руководителей. Я думаю, что сейчас вопрос все-таки сдвинется, и будет решаться более быстрыми темпами именно в интересах наших граждан. Здесь никакой волокиты, никакого затягивания вопроса не должно быть. Даже те ответы, которые приходят, что приходит запрос на материальную помощь, человека в списках нет, понятно, он сейчас только у нас наконец-то состыковывается. И ответ приходит, что мы вам ответим в течение 30 дней. И человек, конечно, сразу пугается, что деньги, значит, он получит только через месяц. На самом деле это не так. Сегодня список окончательно, если сверстан, то если человек в списке есть, обращение поступило от человека на оказание помощи в 10 тысяч рублей, он должен ее буквально в эти дни уже начать получать. Поэтому здесь, конечно, требуется и разъяснительная работа, и люди должны быть уверены, что, еще раз говорю, они смогут воспользоваться всеми возможными видами социальной помощи, социальных льгот, которые и федеральное правительство по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина приняло, и наше правительство республики по моему поручению, как главы республики, тоже приняло и сейчас их реализует. Все они должны быть доведены до людей. Все для победы. Для Якутии это не просто слова. Правительство республики выделяет средства из резервного фонда, люди несут гуманитарную помощь, женщины шьют теплую одежду. Сплачиваться в трудный период. У якутян это в крови. Конечно, мы, как люди, живущие в таких экстремальных условиях, всегда понимаем, что в тяжелые моменты надо сплачиваться, надо быть едиными для того, чтобы победить. И я очень рад, что сегодня не только из бюджета республики, не только из бюджета муниципальных предприятий, но и многие
крупные компании, да и не только крупные, и малый бизнес, и сами жители по самым разным направлениям помогают фронту. Вот начиная от прекрасного примера, когда наши женщины добровольно там собираются, шьют теплую одежду для наших воинов, заканчивая уже примерами, когда компании, крупные компании выплачивают еще дополнительные средства своим работникам, которые мобилизованы, помогают их семьям, выделяют спецснаряжение, в том числе вот то, которое очень важно, и квадрокоптеры, и тепловизоры, приборы ночного видения. Безусловно, это нас вдохновляет, но и этот вопрос находится постоянно в зоне моего внимания. Так я практически сегодня каждый день по несколько различных совещаниях, посвященных вопросам помощи нашим военнослужащим, участия нашей республики в общем деле победы провожу. И, конечно, я вижу, что вот мы сегодня наконец-то выходим на те темпы помощи, те темпы поддержки, скажем так, военнослужащих, которые, на мой взгляд, необходимы для того, чтобы была как можно быстрее достигнута наша победа. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что предприятиям страны необходимо переориентироваться на выпуск продукции для фронта. Есть ли примеры в Якутии? Конечно, несмотря на то, что в Якутии так таковой оборонной промышленности у нас никогда исторически не было, есть много примеров, когда наши предприятия начинают уже работать в интересах именно как раз Министерства обороны, помогают нашим военнослужащим. Самый яркий пример — это предприятие «Хатутент». Я буквально на днях был у них на фабрике. Мы вначале заказали им порядка 1000 спальников для наших военнослужащих, которые мобилизуются. Полностью заказ уже выполнен. Сейчас новый заказ мы им делаем. Также они уже разработали специальную модель палатки, которая, с одной стороны, теплоизоляционная, такая тепло держит, с другой стороны, она не просвечивается этими различными приборами, тепловизорами, приборами ночного видения. И, конечно же, они сейчас очень востребованы. Есть и ряд других, скажем так, уже разработанных ими образцов обмундирования, образцов снаряжения, которые, безусловно, будут востребованы нашими военнослужащими, в том числе и те, которые сегодня в военных частях, те, которые у нас по линии Росгвардии направляются в командировки на территорию специальной военной операции. И мы будем сейчас предприятия загружать. Уже видно, что предприятие тоже дополнительные людей нанимает для решения этих задач. Таких примеров много. Наше, например, предприятие, которое резиденты территории опережающего развития, сейчас изготавливают уже печи длительного горения, приспособленные для армейских палаток. Тоже очень востребованная на самом деле ситуация. Хотя многие говорят, юг, какая там температура по сравнению с нашими. На самом деле я там неоднократно бывал, там на самом деле прохладно, там сыро, ветер такой холодный, хотя вроде светит солнце, но еще раз говорю, там погода такая, которая требует, конечно, постоянного обогрева. И уверен, что и наши печи длительного горения, разработанные нашими инженерами специально для таких армейских палаток, тоже будут востребованы. И мы, конечно, будем их приобретать и поставлять в воинские части. Еще одним своевременным решением стало открытие горячей линии по номеру 122, куда можно обратиться за разными видами помощи. Вопросы можно задать по финансовой помощи, получить психологическую консультацию. Вы на связи с добровольческим штабом. С какими вопросами к ним обращаются жены и матери военнослужащих? Какая помощь уже оказана? По 122-й линии я уже сказал. Конечно, огромный вал звонков в первые дни частичной мобилизации был. Еще раз подчеркну, что первая волна, конечно же, была связана с тем, что человека неправильно призвали. Тогда, как вы помните, мы приняли, наверное, первыми в стране ряд решений по проактивному такому общению уже с руководством наших военных, в том числе с Восточным военным округом, и были приняты решения о возврате неправильно призванных наших военнослужащих из воинских частей. И мы, конечно же, тогда тоже первыми практически здесь, из субъектов, мы ввели уже работу врачебных комиссий и в районах, и здесь, в особенности в городе Якутске, на республиканском сборном пункте. В результате этих мер, во-первых, мы 309 наших неправильно призванных граждан из воинских частей вернули. Это на сегодняшний день. А появление здесь именно
такой медицинской хорошей комиссии в республиканском сборном пункте позволило еще несколько сотен прямо здесь, уже не дожидаясь их отправки в воинские части, их отсюда уже из Якутска вернуть, а некоторые даже из района возвращались. Вот, поэтому вот после того, как эта комиссия у нас появилась, начала она нормально работать, ну, практически случаев неправильного призыва по здоровью, по крайней мере, да, они уже были абсолютно минимизированы. А сейчас, еще раз говорю, на первый план, конечно, выходит помощь. Первое — это семьям военнослужащих здесь, чтобы они все были у нас охвачены, желательно проактивно, помощью со стороны государства. А второе направление — это, конечно, продолжение нашей поддержки уже наших военнослужащих. То есть, если по обмундированию, еще раз хочу сказать, что Министерство обороны делает очень много, и сегодня эта ситуация уже практически выправлена и находится на неплохом уровне, по крайней мере по Дальнему Востоку, то по снабжению специальными приборами, специальной техникой, конечно, вопросы есть, и воинские части просят им помочь. Будем оказывать ее на постоянной основе. Это у нас и штаб здесь отдельно создан во главе с Дмитрием Ильичем Садовниковым, который как раз курирует вопросы обобщения этих всех заявок, согласования их с командованием Восточного военного округа, но и дальнейшее приобретение и доставление в части. Конечно, к этому вопросу будет привлечен и единый координационный центр по помощи военнослужащим, который по моему поручению открыт у нас в московском поспредстве. Александр Сергеевич, немного отойдем от темы специальной военной операции. Летом этого года от дождевых паводков пострадали населенные пункты Верхоянского улуса. Сумма ущерба составила более 370 миллионов рублей. Приближается зима. Все ли верхоянцы получили помощь, и готовы ли села этого района к холодам? Если говорить о Якутске, может быть, зима здесь только наступает, но в Верхоянске она наступила давно достаточно, так, там температуры уже достаточно низкие. Конечно, была проведена работа, и на сегодняшний день все те запланированные работы по восстановлению после паводка, которые были запланированы на этот год, они все уже сделаны. Поэтому режим ЧС там сейчас в установленном порядке уже его нет. Отопление запущено везде, там, где мы его должны были запустить. Конечно, сейчас мы видим, что большое количество людей получило материальную помощь, как и пострадавшие от наводнения, как пострадавшие от потери имущества первой необходимости. Свыше 600 человек получили также финансовую помощь на восстановление своего жилья, как жители частного сектора, так и жители многоквартирных домов. Эта работа тоже на контроле держится. Я считаю, что благодаря таким хорошим слаженным действиям и федерального правительства, Юрий Петрович Трутнев сам лично туда выезжал, так, наших всех служб, правительства республики и местной власти, нам удалось эту, на самом деле, далеко не простую критическую ситуацию переломить. И сегодня еще раз хочу сказать, что все основные работы, которые должны были быть выполнены, они выполнены. Конечно, остаются проблемы, в первую очередь в сельском хозяйстве. Они в результате этих затяжных дождей, которые шли на самом деле в Верхоянском районе все лето, они повлекли за собой негативный результат в виде того, что сена заготовлено крайне мало, порядка 40%, так, чуть более 40%. И, конечно, сейчас со стороны Министерства сельского хозяйства республики, в целом правительства, должен быть принят ряд мер для того, чтобы туда завести и сено, и комбикорма, максимально помочь селянам пережить этот непростой год и пройти эту зимовку. Поговорим о транспортном комплексе. Ежегодно в республике строят и ремонтируют сотни километров дорог. Большим событием для Якутии в октябре стало открытие участка дороги НАМ, недалеко от Якутска. Этот отрезок трассы соответствует параметрам дорог второй категории, выше классом только автомагистрали. Еще один объект – дорога от Нижнего Бестяха до Чурапчи протяженностью 176 километров. Открытие этого участка якутяне ждали очень давно. Тем не менее, не все дорожные работы завершены. Александр Сергеевич, какую оценку вы дадите дорожникам в этом году?
У дорожников республики в этом году показатели очень неплохие. Порядка 500 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог у нас будет реконструировано, построено, отремонтировано. Очень хороший показатель. Это вот показатель, на который мы вышли последние 3 года, когда по 500 километров дорог у нас делается. Да? Никогда у нас раньше такого не было. И сейчас вот благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря поддержке по строительству федеральных автомобильных дорог мы продвигаемся очень быстрыми темпами. И вот как раз автодорога Колыма, этот участок до Щурапчи, он сегодня полностью в асфальте, и у дорожников нет никаких планов останавливаться. Дальше дорога должна уже продолжаться, ее асфальтирование до Ютыкюля, Татинского УЗа. Что касается региональных дорог, да, у нас вот появился замечательный участок дороги нам, так, скажем так, от Мархи до Сырдаха. Здесь работу тоже провели в короткие сроки, с большим опережением объект был сдан. Но при этом, конечно же, вот я поставил дальнейшую задачу и руководству города Якутска, и Министерству транспорта республики, управлению автомобильных дорог, чтобы вот уже теперь от Мархи до, скажем так, до порта, аэропорта дорога тоже была расширена до 2 полос в каждую сторону, чтобы вот это бутылочное горлышко, которое у нас там есть, оно было вот в течение 23-24 годов уже полностью расшито. И планы есть уже, конкурсы сейчас проводятся, проектно-сметная документация на часть дорог уже есть, часть готовится для того, чтобы эта задача была в ближайшее время уже начала реализовываться. Что касается в целом по километражу, у нас по этому году 290 километров будет, из них 36 это город Якутск, 254 километра это региональные дороги. При этом, конечно же, есть и такие моменты далеко не самые хорошие, и об этом тоже надо честно говорить. Меня, конечно, больше всего расстроило то, что в этом году из-за, на самом деле, такого слабого подрядчика, который победил на конкурсе, были крайне плохо сделаны работы по дороге Мухтуя от Ленска до Мирного. Жители республики знают, когда вот в результате дождей, конечно, достаточно продолжительное время, это очень важная для республики, для людей дорога, она была практически парализована. И во многом это здесь не только природные условия сказались, хотя, конечно, дожди были очень сильные, но и неправильная организация работ подрядчиков. Вот, я считаю, что такие подрядчики на таких объектах работать не должны. И, конечно, управление дорог сделает, я уверен, правильные выводы из этой ситуации для того, чтобы в дальнейшем ремонт этой дороги, еще раз говорю, очень важный, очень нужный для районов, для предприятий, для республики в целом и, конечно же, для людей, которые по ней постоянно перемещаются, этот ремонт, чтобы был осуществлен на хорошем, качественном уровне. Еще один важный для региона вопрос – это северный завоз. Все ли грузы отправлены и доставлены в республике? Северный завоз этого года у нас практически уже в части именно навигационной компании завершен. Мы видим, что грузы все доставлены. Грузов доставлено больше, чем в прошлом году, где-то на 15 тысяч тонн. Конечно, вопросы, как всегда, были, но я благодарен всем речникам республики, всему транспортному комплексу, да, всем тем, кто участвовал в этом процессе, и железнодорожники, автомобильный транспорт, воздушный транспорт, за то, что на самом деле вот благодаря общим усилиям мы летний период, летний тур, скажем так, северного завоза реализовали достойно. Вот. И, конечно, это уже дает нам основание говорить о том, что уже на зимний период у нас никаких там серьезных проблем, катаклизмов все-таки в части снабжения теми или иными товарами и продукцией первой необходимости у нас не будет. Одним из ключевых событий октября стал 14-й съезд педагогической общественности. Приняли участие примерно 500 педагогов со всей республики. Вы выступили с программной речью. Что, на ваш взгляд, главное в педагогическом воспитании подрастающего поколения? Вопросы образования для нашей республики всегда были очень важны. Мы всегда, даже в самые тяжелые времена, уделяли этому серьезнейшее внимание, в том числе и укреплению материальной технической базы. В последние годы, благодаря в том числе и поддержке федерального бюджета, эта работа только усилилась. Вместе с тем, я в своем выступлении затронул вопросы и содержательного
характера. Потому что мы должны сегодня не только образовывать детей в школах, да, мы сегодня, конечно же, должны воспитывать настоящих граждан нашей страны. С этой точки зрения, вот прошедшие 90-е годы, они во многом, конечно, сыграли огромную негативную роль, когда вопросы вот, патриотизма, вопросы нравственности, гражданственности, они практически исчезли из школьных программ. Они практически были убраны даже, можно сказать, и из школ, и институтов. Плоды этого мы сегодня и пожинаем, к сожалению. И, конечно, здесь надо меняться всему обществу, не надо этого бояться, мы должны об этом открыто говорить, о проблемах, и должны делать все, чтобы, еще раз говорю, чтобы у нас все-таки дети вырастали настоящими патриотами своей страны. И вот на это должна быть нацелена и вся система образования, и они ее должны решать как одну из главных задач. И, конечно же, я говорил и о среднем профессиональном образовании, о том, что мы ему, к сожалению, уделяем не так много внимания, как надо, потому что сегодня республика активно развивается, промышленность российская, она, вот если посмотреть статистику, то, к сожалению, достаточно много негативных трендов во многих регионах. И здесь одно из таких ярких пятен, да, это, вот как говорят все, это именно Якутия, в которой промышленный рост очень значительный. Но при этом мы, конечно же, хотели бы, чтобы наше население, наше молодое поколение активно участвовало в этом промышленном освоении. А здесь самое главное, мы должны быть компетентны. Мы должны быть образованы. И среднее профессиональное образование надо поднимать уже на другой уровень и материально-технического снабжения. И, конечно, уже это должно быть другое взаимодействие между профобразованием и предприятиями. К сожалению, здесь у нас проблем, еще раз говорю, много. Причем это касается даже не только горнодобывающей промышленности, как многие считают. Да? Вот возьмем ту же легкую промышленность, тот же Хотутен. Вот он же сегодня провел большую работу, и он жалуется, что те же наши колледжи, которые готовят специалистов в этой части, да, студенты там практически до недавнего времени всего лишь несколько дней в году проходили производственную практику, именно вот реальную на таких объектах. Вот, тогда как потребность огромная. Да, и вот сейчас, по моим поручениям, эта система меняется, уже и Министерство промышленности, Министерство инноваций подключились, Министерство образования, и сейчас мы уже видим, что достаточно большое количество студентов наших проходит именно производственную практику в Хотутенде. Это тоже очень нужно. И вот по всем направлениям мы должны наше профобразование делать как можно больше практикоориентированно, чтобы оттуда выходили уже специалисты, которые имеют очень хорошие компетенции, которые могут быть востребованы в современных предприятиях. Якутия в очередной раз объявила о старте общероссийского конкурса «Смотри, это Россия». Сколько конкурс собрал участников в этом году? Много ли среди них ребят из новых регионов России? Вы знаете, очень хорошее начинание в свое время началось у нас в республике. Вот этот конкурс «Смотри, это Россия», который придумали школьники города Якутска, который я поддержал в свое время, оно сегодня реально стало всероссийским. Это единственное на сегодняшний день выросшее, на самом деле, вот из одной отдельно взятой школы, из одного отдельно взятого города, субъекта, такое мероприятие, которое стало вот поистине всероссийским. В прошлом году все субъекты Российской Федерации приняли участие, 85. В этом году мы сделали просьбу заявиться туда наши новые субъекты, и Донецкую, Луганские народные республики, Запорожскую область, Херсонскую область, и откликнулись все. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, порядка уже 2000 заявок со всей страны с 83 субъектов есть, но у нас до 13 ноября там принимаются уже, как бы скажем так, видеоролики, так, поэтому уверен, что все субъекты примут участие. Ну и что самое приятное, сегодня по числу заявок лидирует как раз Донецкая Народная Республика. Там оттуда, почти, если я не ошибаюсь, почти 300 заявок. Вот, то есть почти все школы, которые там есть на территории, они заявились на этот конкурс. В этом году тема конкурса как раз это рассказ о выдающихся людях, о выдающихся каких-то событиях, которые происходят в том или ином субъекте. И вот, конечно, я очень рад, что ребята с Донецкой Народной Республики хотят
всей России показать свои места, показать своих героев. Поверьте мне, там каждый житель — это герой. Вот, и я этому рад. Ну и, конечно, из республики тоже много заявок поступило. Ну, хотелось бы, чтобы еще больше поступило. Уверен, школы будут участвовать в нем активно. Тем более мы объявили специальный приз, как раз связанный со столетием нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики, юбилей, который мы отмечаем в этом году. Ну, наверняка заявок станет еще больше. Сэн Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, в нашей студии глава Якутии Сэн Николаев озвучил некоторые итоги работы в октябре. Оставайтесь на нашем канале.